В начале декабря в очередной раз к нам на студию обратилась отчаявшаяся в решении своих проблем Максума Алимова. Хотелось бы напомнить, что месяц назад мы уже встречались с ней и рассказывали в передаче о ее квартире, в которой и углы сыреют, от чего отваливается штукатурка, и о проблемах с горячей водой. Вот фрагмент данного выпуска. Я купила эту квартиру в сентябре месяце. И сразу мы заявление написали в этот чистый город. Я сперва обратилась за счет горячей воды, потому что горячая вода не поступала в сентябре месяце. Потом через некоторое время у меня стала штукатурка падать, протекать, обои отклеились. Я опять поехала, написала заявление. С сентября месяца ждала, не дождалась. Потом пошла и сказала: сделайте мне, пожалуйста, что-нибудь. Сильные дожди пойдут, у меня потолок все свалится, мол. При наших камерах женщина обзвонила все органы, которые должны были в рабочем порядке устранить имеющиеся проблемы. Однако в течение месяца никаких мер не было предпринято. А уже сегодня к нашему визиту присоединились представители управляющей компании «Чистый город», мастер участка и инженер, а также начальник муниципального жилищного контроля города Канаша. Ну, с моей стороны, то, что собственник квартиры говорит, что было обращение, это обращение я обязательно найду. Надеюсь, если было такое обращение. По обращению, что какие факты указаны, но что какие есть проблемы, я уже здесь записал. По этим управляющей компании тоже здесь будем на контроль держать, чтобы они эти работы, все замечания устранили вовремя и срок. Казалось бы, все хорошо, специалисты увидели проблему, готовы ее решить. Однако все это сделать было обещано еще месяц тому назад. Тогда в телефонном разговоре хозяйки квартиры объяснили, что ее обращение предоставлено мастеру, и вскоре бригада решит проблемы. Приходили, акт забирали. Акт забирала. Ну и что, когда мне будут? Не знаю, к мастеру лучше обратитесь. Кому? К мастеру. К какому мастеру? Ну, вашего участка или Иван Павлович у вас там есть. А где мне его искать, это Иван Павловича? На кооперативной 2 они сидят. Но сегодня в разговоре выяснилось, что мастер до последнего времени не знал об обращении Максумы Рафиковой. Эту заявку я не видел по швам от 38-й квартиры. Я видел насчет кровли, и мы ее сразу же сделали. Как спецтехника освободилась, стало доступно. Сделали, да? Мы делали парапет, конкретно, вот сейчас я могу сказать, за парапет, да. А почему 39-я квартира расписалась. А мои не сделали, да? Я говорю парапет, то есть это на крыше бордюрчик невысокий. Мы его обрабатывали, и ваш обрабатывали. Но это последствия, которые сами собой не рассосутся, их теперь надо ремонтировать. Как удалось выяснить, и с техникой в чистом городе, не слава богу, высотные работы приходится выполнять с помощью вышки. А кран на участок выделяют на несколько часов, оправдывается специалист. А вот теперь и немного сопоставим даты. Жительница Дружбы 8 обратилась в управляющую компанию еще в октябре. Заактировали ее проблему уже 8 ноября. 11 числа в телефонном разговоре нам ответили, что заявка находится у мастера участка. Как выяснилось, это неправда. А вот внимание! Уже 29 ноября по данному адресу выезжала автовышка. Только вот для ремонта козырька дома, уже по другому обращению. Если бы работа специалистов в управляющей компании была слаженной, то не пришлось бы привозить технику повторно. И 29 ноября вместе с парапетом можно было бы устранить проблему межпанельных швов. Стоит отметить, что на время выхода передачи недочеты постарались устранить. И мастер участка сдержал свое слово, и в кратчайшие сроки бригада выехала на место. Однако владелец квартиры не торопится подписывать акт выполненных работ, так как считает, что работа сделана некачественно. И опять же, даже во втором выпуске нашей передачи две стороны не смогли найти точку решения.